Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня премьер-министр страны Кой Расулзода встретился с прибывшим в Республику Таджикистан председателем Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулло Абдулло. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двухстороннего и многостороннего сотрудничества, обменялись мнениями по укреплению сотрудничества между двумя дружественными странами. Было подчеркнуто, что расширение и укрепление сотрудничества Исламской Республикой Афганистан является одним из приоритетов Республики Таджикистан. Между двумя странами подписано около 100 документов о сотрудничестве. Отметим, что за 9 месяцев 2020 года товарооборот между Таджикистаном и Афганистаном составил $56,5 миллиона. Правительство Республики Таджикистан, используя все средства для достижения полной энергетической независимости, реализовало масштабные проекты по развитию энергетического сектора, чтобы в любое время года обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии жителям страны. Но население страны также должны проявлять гражданскую ответственность и использовать энергию эффективно. В настоящее время энергетические ресурсы играют важнейшую роль в мировой экономике. Мировое сообщество вступает в полосу дефицита топливно-энергетических ресурсов. В этих условиях на первый план выходит проблема энергосбережения. Причем она становится глобальной проблемой всего человечества, а не только отдельных стран и регионов. Эффективное использование энергетических ресурсов, энергосбережение – это объективно обусловленная мировая тенденция. В Таджикистане также экономное использование энергии является залогом стабильного электроснабжения населения. Правительство Республики Таджикистан, используя все средства для достижения полной энергетической независимости, реализовало масштабные проекты по развитию энергетического сектора, чтобы в любое время года обеспечить бесперебойную подачу энергии жителям страны. Но население страны также должны проявлять гражданскую ответственность и использовать электроэнергию эффективно. На самом деле, в наше время быть бережливым значит быть образованным и современным. Ведь экономя электроэнергию, мы экономим и собственный бюджет и заботимся об энергетической независимости всей страны. В Таджикистане с 10 декабря начал свою работу единый республиканский штаб по проведению разъяснительных работ в каждом городе и районе, который проводит работы по рациональному использованию электроэнергии и выявлению случаев незаконного подключения к источнику электроэнергии. Рабочими группами осуществляется проверка системы потребления электроэнергии каждым гражданином, предприятиями, организациями, независимо от форм собственности. Следует отметить, что после создания рабочих групп потребление энергии снизилось на 10-20% за счет экономии. Институт гастроэнтерологии Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан достиг достаточно заметных успехов в реорганизации и лечении больных за последние годы. Внедрение новых технологий позволяет точно и в короткие сроки поставить диагноз пациентам. Институт гастроэнтерологии Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан достиг достаточно заметных успехов в реорганизации и лечении больных за последние годы. Внедрение новых технологий позволяет точно и в короткие сроки поставить диагноз пациентам. Здесь работают те доктора, которые еще формировались при школе Хамида Хусейновича Мансурова. Значит, целая армада докторов, которые работают у нас, начиная от академики, член-корреспонденты, доктора, нового профессора, всегда усовершенствуя работают над новыми технологиями. Берут за основу своей работы усовершенствование в области инновационных технологий. Та алгоритм, который, значит, имеется международные единицы, имеется, значит, международные алгоритмы, которые мы придерживаемся. И всегда усовершенствуя в самой республике, как головное учреждение, за его пределами, мы стараемся обслуживать из области новых технологий, инновационных технологий. Методу фибросканирования дал название аппарат, при помощи которого выполняется диагностика печени. Раньше при подозрении на заболевание печени пациентам приходилось делать биопсию, довольно-таки болезненную и травматичную операцию. Но новые технологии позволяют определить изменения структуры печени в считанные минуты. В нашей республике данную процедуру проводят лишь в Институте гастроэнтерологии. Впервые, я бы сказал, в Республике Таджикистан был доставлен аппарат, который очень помогает нам при выявлении ранних циррозов печени. Эластограф или фиброскан, который называется. Все пациенты, которые обращаются,
мы измеряем относительный плотность паренхима печени по шкалам Тавера. И можем говорить в отношении того, что в какой стадии находится состояние паренхима печени. Это начиная от стеатоза печени, от жировой, значит, дистрофии самой печеночной ткани, фиброза печени, которые в последующем как бы могут быть очень нехорошие последствия, потому что в любой стране, где, значит, очень серьезно занимаются вопросами гепатопанкреатодуоденальной зоны, алгоритм у них такова, что если, значит, вы обнаружили цирроз печени, при длительной цирроз печени, в любое время она может перейти, значит, в фиброз печени в свою очередь, значит, цирроз печени, а цирроз печени приводит к онкологическим заболеваниям, такие как гепатоцеллярная карцинома. Для тех, кто хоть раз проходил процедуру гастроскопии, вспоминает о ней с содроганием. Но сейчас у больных появился выбор. Провести исследование наиболее точным и информативным методом диагностики желудочно-кишечного тракта для врача и абсолютно безболезненным для пациента. У нас введен новый метод исследования желудочно-кишечного тракта – это капсульная эндоскопия. Что такое капсульная эндоскопия? Учитывая, что пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку мы можем посмотреть гастроскопически, то есть эзофагодуоденоскопия. Снизу, то есть толстый кишечник, мы можем увидеть колоноскопическим методом исследования. У нас темная лошадка гастроэнтерологии, как говорили раньше, остается тонкий кишечник. Для тонкого кишечника сейчас у нас в Таджикистане введен новый метод исследования. Это капсульная эндоскопия. Больной пациент принимает одноразовую капсулу. Эта капсула в течение от 8 до 11 часов проходит по желудочно-кишечному тракту. Преимущественно регистрация идет в тонком кишечнике. В течение нескольких секунд делается до 60 тысяч съемков. Эти снимки все регистрируются на специальный рекордер, который подкреплен к специальному жилету. Пока проходит эта капсула, вся регистрация записывается, и потом все переносится на базу, то есть на компьютер. Потом в течение 3-4 часов исследователь все это считывает. Учитывая, что мы не можем, как я сказала ранее, попасть ни снизу, ни сверху в тонкий кишечник, капсула то есть источник кровотечения или либо какие-то новообразования, которые расположены в тонком кишечнике, все это капсула может зарегистрировать. Исследование видеокапсулы позволяет выполнить качественную диагностику. Пациент в течение 80 часов обследования может заниматься своими привычными делами, условия не снимать специальный жилет. Данный метод заметно облегчил обследование не только у взрослых, но и у детей. Нигора Рахимова, Бодур Курбонов. Новости. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.